Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, что ждет в любви и личной жизни в августе. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, дату рождения, обратитесь к высшим силам, задайте вопрос. Что ждет меня в любви, что ждет в личной жизни в августе? Я думаю, все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какой у вас интересный август. Так много событий вышло, и все такие интересные. Ну что, мои хорошие, давайте по порядку. У вас здесь очень много букетов вышло. Ну, букеты — это всегда про счастье, это про любовь, это про ухаживание, это про романтику, которую вы будете получать. У кого-то романтика пойдет от вашего постоянного партнера, а у кого-то, девочки, появится новый ухажер. Сразу хочу честно сказать, я вижу, что кто-то из вас здесь заведет любовника. Не падайте в обморок. И не топайте ножками. Даже самые-самые приличные женщины тоже хотят и страсти, и любви. И когда страсть и любовь приходят в жизнь, ну, поверьте, она никогда не будет просить разрешения. Это такая волна цунами, которая накрывает полностью, и вы с собой ничего поделать не можете. Август очень жаркий месяц именно на любовные приключения и да, на любовные связи. Значит, мои хорошие, у кого-то любовный роман связан с работой, на работе, по работе, а у кого-то даже вот запретная любовь идет с человеком, с кем вы давно знакомы, дружили, а потом вдруг раз и оказались в одной кровати. Будут ли у вас от этого проблемы? Ну, в августе точно не будет. В августе у вас тут страсть, глаза горят, знаете, как сила и энергия прибывает, желания просто с ума сводят. Здесь вам не до проблем будет. То, что будет потом, посмотрим на следующий месяц. Что хочу сказать. Не отказывайте себе в удовольствиях. Да, сейчас я знаю, многие напишут, да как же так, как ты можешь там призывать к этому. А я вам так скажу. Яркие эмоции, они не просто так идут в нашу жизнь. Значит, они вам нужны. Может быть, вы прекрасная молодая женщина в расцвете сил, зачахли, без любви и без страсти. И если высшие силы дают вам эту любовь и страсть, значит, вам она нужна. Это идет таблеточка исцеления, таблеточка жизни, когда хочется жить, просто жить. Не проживать день ото дня, а жить и наслаждаться этой жизнью. Девочки, не блокируйте и не запрещайте себе любовь. Кем бы вы ни были, сколько бы вам ни было лет, замужняя, незамужняя, неважно. Идет страсть, причем она идет, понимаете, это не по дьяволу страсть идет. Она идет вам как действительно таблетка исцеления от высших сил. Вам это нужно. Вам нужно влюбиться, вам нужно гореть в этой страсти, чтобы себя раскрыть, чтобы вот это желание появилось жить на полную катушку, да, хоть немножечко счастья появилось в вашей жизни. Это очень важно. Так, знаю, напишите мне комментарии, почитаю. Вот. Но еще раз говорю, прежде чем писать, вот подумайте о том, что я вам сказала. Так, для кого идут новые отношения? Здесь новые отношения идут для девушки, которая очень долго ждала этих отношений. Сразу хочу сказать, мужчина идет в форме. Это, кстати, уже не первая отсыпка, когда я вижу вот прямо на пороге мужчину в форме. Военный, полицейский, пожарный, там, как спасатель, может быть железнодорожник и даже может быть доктор. Ведь доктор тоже носит форму. Да, халат там, да, либо вот
как спецодежда какая-то может быть. Но больше, конечно, похож на человека военного именно. Военная полиция, силовые структуры. Вот идет такой человек с красивой осанкой, при хорошей должности, очень ответственный человек. Здесь, конечно, романтика, здесь встречи, прогулки, цветочки, конфетки, рестораны. Ну и сами понимаете, да, с продолжением. Не сразу человек пойдет на прям такое сближение, я имею в виду интимную часть жизни, но потихонечку вы до этого дойдете. Что может осложнить, да, либо замедлить этот процесс, так это его работа. Скорее всего, он будет приезжать, уезжать, приезжать, уезжать. Либо у него работа вот как сменами, может быть, как-то идет. Он будет выпадать, вот сутками будет выпадать. Вот. Неспокойные будут для вас эти сутки. Ну, любовь, да, любовь, она же всегда тревожит наше сердце. Хорошие отношения, такие добрые. Вы не спешите об этих отношениях делиться со своими подружками. Чтобы не поглазили, чтобы не отговорили, чтобы не внесли в ваше сердце, в ваш ум смятение. Вот от этого нужно отказываться. Понимаете, вот это вам не нужно. Так, для тех, кто в паре в браке. Ну, во-первых, мужчина может проявить сверхзаботу, сверхвнимание. Может быть, у вас день рождения, может быть, у вас какая-то годовщина. И вот как никогда, да, первый раз в жизни мужчина вспомнил, ой, надо же любимую порадовать. Может себя вести очень открыто, положительно, заботливо может себя вести. Вы будете искать подвох. Вы не привыкли, чтобы мужчина так себя вел. Вам будет казаться, что что-то он натворил, и поэтому пытается замести следы. Но, девчонки, не ищите, просто да, хочется, сердце смягчилось, хочется теплоты, хочется любви. Ну, будет стараться. В меру возможностей, в меру своих сил мужчина будет стараться. Так, еще хочу сказать для тех, кто сейчас не вместе. Вы в паре, в браке, но по, скажем так, определенным причинам сейчас вы не вместе. То есть могли взять паузу, либо готовитесь, может быть, к бракоразводному процессу и думаете, что это конец. Это не конец. Ваш мужчина будет делать попытки восстановить отношения. Пусть не все они будут удачные, но тем не менее он будет делать попытки, он будет к вам приходить, какие-то разговоры вам назначать, может быть, даже как-то себя проявлять, вот как с заботливым человеком. Даже кому-то мужчина признается, вот прям так и скажет: давай попробуем еще раз. Я не хочу тебя терять. Да, может быть, не очень у нас все с тобой получалось, но вот давай попробуем. Будет предлагать. Ну, вы уже будете думать, смотреть и решать, как вам поступить. Так, еще по поводу брака. Ну, здесь вот прям хорошие новости идут для девочек, которые очень много натерпелись от семьи мужа. Именно семья. Там родители, может быть, там всякие бабушки, сестры, братья. Ну, кто живет большими семьями, там рядом, может быть, вообще в одном помещении вы все живете. И вас там как не приняли, так и не принимают. Вот здесь мужчина решит вопрос. Во-первых, за вас заступится. А во-вторых, вот у многих идет, что вы уезжаете от этой шумной семейки подальше, чтобы они вас не беспокоили. Вот у кого-то это будет временно, как передышка, да, может быть, действительно поедете в отпуск, либо смените, да, на какое-то время локацию. И вам, кстати, очень понравится, и мужчине вашему понравится. Вот как толчок будет, да, вы попробуйте без них пожить, поймете, что классно, что спокойно, что никто не лезет. В доме тишина, лад, любовь, да, а не какие-то претензии, скандалы. И это будет толчком к тому, чтобы вы уже съезжали далеко и надолго. Для тех, кто будет переезжать, уезжать, это очень правильное решение. Во-первых, это решение позволит вам сохранить вашу семью, ваши отношения и, мало того, еще и укрепить. Вот, потому что там мне не очень нравится. Мне не нравится то, что я вижу по отношению к вам, вот, да, от семьи. Постоянно вот руки, там 1000 рук, они все лезут, всем что-то надо, отвлекают, беспокоят, скандалы всякие сводят. Но это не жизнь, это муки. В августе вот у вас идет решение. Либо будет принято решение, что все, мы съезжаем и конец, точка. Либо вы уже действительно съедете, переедете. Свобода попугаем, да, новая счастливая жизнь вдвоем. Вдвоем, втроем, да, смотря, там детки, есть у вас детки, сколько деток. Так,
Еще по поводу брака хочу сказать. Да, вот у кого-то вышел брак такой интересный, хочется сказать гостевой. Либо вы действительно где-то друг от друга сейчас находитесь далеко. Может быть, мужчина где-то работает, либо вы невеста, там жена, никак доехать до мужа не можете. Вот. У вас в августе так и будет еще продолжаться эта дистанция. Но у большинства, к сожалению, да, любовь на расстоянии, назовем это так. Форсировать события не стоит. Я просто не вижу для вас выхода, чтобы вы наконец-таки съехались и были вместе. Ну, кто-то знает свою ситуацию, понимает, что это нормально. Любовь ваша, она есть, она будет. Да, пусть по телефону, да, пусть по интернету. Но тем не менее, мои хорошие, эти чувства настоящие, берегите их. Не нервничайте, не переживайте. Ну и не доводите своего супружника, либо будущего супружника, до ревности. А то у него, знаете, как пелена глаза закрывает, и все, он себя не контролирует. Может сказать либо сделать то, о чем потом будет жалеть. Какой-то он ревнивый. У него, особенно вот на расстоянии, эта ревность обостряется, чтобы вы понимали. Так, девчонки, у кого нет вообще отношений, и кто, в принципе, да, ну хотел бы, да, ну постольку поскольку, скажем так. Тут больше как работа выходит. Вам, кстати, не до отношений будет. У вас, смотрите, сколько вот по работе интересных предложений будет. Либо какое-то даже обучение, работа, обучение, какие-то курсы, какие-то интересные занятия. Вот именно лично для вас. Вы на любовь не смотрите. Вы больше погружены в себя, в свое саморазвитие, действительно в свою карьеру, в свое продвижение. Вот именно август, да, для вас откроет, вот, ну, по крайней мере, я вижу 3 двери, очень важные для вас двери. Что это конкретно, я не могу сказать. Вас слишком много, это общая отсыпка. Но каждая из этих 3 птичек, она, во-первых, летит в правую сторону, и, во-вторых, они приземляются, они не взлетают, они приземляются. То есть это то, что вот оно идет, открывай, бери, пользуйся. То есть это вот лично для вас, для того, чтобы исполнилась ваша мечта и ваше желание. Ну что, кто-то действительно в карьере просто какие-то невероятные высоты покорит. Кто-то, может быть, переориентирует свою деятельность. Ну, а кто-то прям с нуля за 1 месяц раскрутит какое-то прям невероятное дело, да, невероятный бизнес, либо какой-то проект осилит. Ну, девочки, уважение. Принимайте мои овации за такую активность. Плюс, опять же таки, да, высшие силы видят ваши желания, ваши стремления и то, что вы действуете. Вы не просто сидите и говорите: ой, я хочу свой бизнес. Нет, вы идете вперед, и попробую еще вас остановить. Тут вас уже никто не остановит. Дойдете, мои хорошие. Дойдете. Вот для вас август именно такой вот прям сила, мощь, добиться, получить, возвыситься, возвыситься. Это нормально, это естественно. Вот прям благоволит вам Боженька, благоволят вам высшие силы. Девчонки, что хотели, то добьетесь. И знаете еще, как получится? Вы хотели, ну, допустим, да, вы говорите: вот просто хочу себе должность, ну, повыше, чем занимаю, да, либо просто хочу работу найти. А вас повысят там на несколько ступеней сразу. Либо работу, которую вам будут предлагать, там другие будут просто рот открывать и говорить: как ты получила эту работу? Ну вот прям, знаете, как на ловца и зверь бежит. Да, у вас именно так и отыграется. По поводу личной, ну, честно, я вижу, что вы не заморачиваетесь. Вам сейчас нужно реализоваться, и вы будете собой заниматься. Да, будут какие-то общения, какие-то мужички под ногами крутятся, вертятся, но вы такая огненная, вы такая, ну, карьеристка прям, да, что мужики тушуются, ну, и отходят на 2 шага назад. Ну, прямо слюнки на вас пускают. Да. Но очень сложно обратить ваше внимание на себя. Так, мои хорошие, идем дальше. Здесь у меня какие-то отношения странные вышли, когда мужчина приходящий, уходящий. Не знаю, то ли он на одном месте топчется, то ли он как-то в болоте застрял. В принципе, вы тоже не форсируете события, но вы как наблюдатель, да, ну буду ждать, да, буду ждать, пока ты там созреешь, ягодка, пока решишься. В августе, вот именно где-то серединка и последняя декада,
у мужчины какой-то прорыв произойдет. Вы еще будете думать, да, что ж тебя такое укусило, что ты такую прыть тут показываешь. Девчонки, прям атаковать будет. То он сидел, не мычал, не телился, а то прям давай, 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 скорей, давай искать квартиру, давай жить вместе, давай жениться, давай свадьбу, давай то, давай сё. Еще отбиваться от него будете. Будете говорить, слушай, ну куда ты так спешишь? Ну вот я тебя уже год жду, и никак там от тебя там лишнего слова не услышала по поводу планов. А тут на тебе прям прорвало тебя. Ну что, девочки, ну такой-то он человек. Долго думал, что-то там оценивал, решал. Вот. Как только принял решение, смотрите, как яростно на вас поскакал. Давай скорее, давай скорее. Так, ну что, не думаю, разберетесь вы с этим мужчиной, сумеете его немножечко остудить. Вот, ну, будете с ним решать, что делать, как. Скорее всего, будете тратить время много на то, чтобы там готовиться к свадьбе, либо подбирать жилье для себя, там, для вашей будущей семьи, для вашей пары. Вот он как бы, да, он активность проявит, желание свое изъявит, но вот на вас, именно на вас, на ваши плечи, вот вся эта подготовка, все эти бытовые сложности, они упадут на вас. Ну и в принципе я думаю, что это правильно. Вы ведь для себя будете подготавливать и праздник, и место жительства. Поэтому, девочки, будете еще работать, помимо основной работы, еще будете работать на свое совместное будущее. А он вам, знаете, как скажет? Он говорит, давай так, я, значит, деньги буду на это зарабатывать, а ты, значит, как создавай, да, создавай там уют, создавай гнездышко, да, там покупай наряды и прочее, прочее. Вот так вот, мои хорошие. Так, здесь вот примирение какое-то идет, но это не любовь, это больше как на дружбу. Похоже, с кем-то вы помиритесь, какое-то было недопонимание, какие-то были, возможно, конфликты. Может быть, вы там с подругой рассорились, да, долго не общались. Вот. Пойдет этот человечек на сближение, вот, скорее всего, знаете как, на порог к вам придет с каким-то подарочком и вот руку протянет и скажет, а я хочу с тобой помириться. Вот без тебя очень плохо. С кем-то вы помиритесь. Обязательно помиритесь. Ну, тут про дружбу больше идет. Ну, у кого-то, может быть, там сестры, братья, какие-то родственники. Примирение у вас будет. Так. Для тех, кто у меня будет уезжать в отпуск, да, либо куда какая-то поездочка у вас будет, вот с отдыхом связана, очень интересные знакомства будут. Много интересных знакомств с разными людьми. Вы вот в коллективе новых людей особенно будете чувствовать себя бриллиантом. Просто бриллиантом. Внимание, галантность, ухаживание. Да? Очень многие люди посчитают за честь, если вы обратите на них внимание, да, просто с вами познакомиться. Вот. Очень, кстати, приятная поездка идет, как-то и повеселитесь, и отдохнете, и прям напитаетесь очень хорошими и положительными энергиями. Так что не сидите дома, выезжайте. Либо просто почаще выходите на улицу, погулять, в парке погулять. Может быть, на какое-то мероприятие сходить. Вот. Не сидите дома. Дома ведь ничего интересного нет. Ну что, 4 стены, телевизор, компьютер, ну что там интересного? Вам нужно к людям. Вот от людей идет очень много хорошей, положительной энергетики, мои хорошие. Так, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.